за один стрим. Я поиграл там 1,5-2 часа, короче, и 55. 55 вот так. На завтрашний день у тебя на Киви кошельке лежит. Начинающий комплект рэпера, типа. Я такой, все, буду записывать рэп с завтрашнего дня, все дела. Закончили. Конкуренты будут у меня. Какая-то фигня, короче. Что-то все пошло в кайф. Ну, попробуй 4 года подряд это хавать. Ты устанешь, конечно. Но я себя таким вообще не считаю. Там. Актерское мастерство ниже уровня. Там, ну, кем была халар, короче, там началось. Ну, это за халява. Какая компания была? Я не буду. У каждого может быть свое. Ну, я обленился, по-моему. Такой, блин, классно. Всем привет. Да, всем привет. Кролик Бро, Алексей Павлов. Это новый рэп. Я шучу. Начинается дальше здесь. Так, в общем, сегодня подкаст с Кроликом Бро на тему блогерства. Тема связана с открытием школы блогерства, направления портала Якутс.Го. Вот. И сейчас мы поговорим на тему, нужен блогер, не нужен, техника нужна, не нужна, вообще что это такое блогерство. Погнали. Школа блогеров нужна, не нужна, и вообще что будет на этом школе блогеров? Угу. Что ты знаешь об этом? Что я знаю об этом? Мне сказали, типа, школа блогеров будет, и все, динер. Но, как я понял, мы там будем людей учить, как вести влог, типа снимать видеомонтажи, дикторская речь, дикторде. Ну, по сути, студия пространства, оно инициировало школу блогеров. Ну, для того, что у нас же такого блогерства, такого нету. Все-таки блогерство это же как бы экспертное понимание какого-то вида процесса или каких-то видов деятельности, и ты как бы некий эксперт, который может дополнительно там усилить то, что есть, например. Если ты, например, читаешь рэп, то как ты живешь, то, как ты читаешь, откуда вдохновляешься, какие приемы пользуешься, там тот же новый там чат GPT для тебя норм для писания или нет, там вот такие вещи. Это же блогерство именно направление музыки наладья. Есть, например, другие блогеры, которые как покупашки ходят по магазинам и примеряют на себе и свое какое-то мировоззрение дают, понимание этого. Тоже блогерство. Да. Блогеры разные. Есть блогеры... Фуд-блогеры, как этот наш. Панда Саха. Ну, да. И у нас в Якутске таких людей не так много. И это блогеры же, они создают контент. И школа блогеров, она должна изначально как бы подпитывать и давать возможность сделать первый шаг к улучшению своего контента для того, чтобы привлечь больше внимания к себе. Он Геневан, и как раз Якутс.Го будет партнером и как инициатором финансовым для продвижения, потому что в Якутс.Го будут, получается, как раз как в ЕКТ были дневники, авторские, авторы. Вот, и автор будет в видеоформате, потому что видеоформат, он более актуальный. Вот. Или, например, вот эта тема вообще важна, не важна, нужна, не нужна тебе, как ты думаешь? Ну, конкуренты будут у меня. В плане рекламы, да? Нет, конечно. Я думаю, да, это прикольно же все-таки. Блогер это уже как профессия, по идее. Ну, как я вижу. Потому что я вот блогер, и конкретно примерно я на СММ сейчас работаю. Ну, вообще в отделе маркетинга. Вот, Ростор, Якутс.Го, в качестве рилсмейкера уже там. А рилсмейкером я научился из-за блогинга. Как бы. Я вынужден научился вот монтировать, и что-то все пошло в кайф. Это я вижу эти проекты, которые ты делаешь, ну, честно сказать, блин, круто. Уровень с прошлым годом прям вообще. В прошлом году, да. Если там уровень левел там 2, то сейчас левел так, 8-9 точно, прям качество много выше. Сам снимаешь, либо... Нет, сам снимаешь. Или есть ребята, которые... Нет. У меня в один момент вот рекомендации же есть в этом Инстаграме. Она все стала про видеомейкинг, короче. Всякие лайфхаки, я это начал смотреть, питать это все. Как Отчиров тоже. Вроде бы так сам по себе ходил, снимал, сейчас он... Сейчас в НВК работает, да? Да, сейчас в НВК техники накупился, сам себе полностью такой продакшн новостной. Четко. Имеется в виду Якутс.Го, если бы таких людей бы делал,
Это было круто, потому что, скажем, ты сам начинал, с самого начала качество контента было так себе, но при этом ты же научился, получается, вот простым азам создания хорошего контента. И сейчас контент у тебя офигительный, и я думаю, и за счет этого и у тебя эти продажи, как блогерство, пошло наверх. Да. Я еще ценник завысил. Ну, не то, что завысил, я с моим агентством обратился, сказал, ну, типа, вот у меня такой прайс. Они говорят, типа, ты что, дурак, типа, с такой статистикой такие типа, снимать. И они меня подняли чуть ли не 3-4 раза, короче, ценник. Они говорят, вот так нормально, типа, по твоей статистике вот это норм. Типа. Потом я думал, типа, все, рекламу брать не будут, ну, типа, зато над контентом буду работать. А получилось так, что наоборот, короче, понял? Они мне пишут, я скидываю им прайс. Они такие смотрят, о, типа, четко, давай работать. Я такой, ни хрена себе. Круто. И сколько сейчас зарабатывает блогер? Ну, у меня сторис, типа, если вот репост данного у кого-то поста, это 2500 у меня. А если я сам снимаю, это 3. А если 2 сториса снимаю, сейчас же сторис минутные же стали. Если 2 сториса, это уже 8000. Типа, для меня больше 3 это уже не надо. Типа. А у тебя какое направление было? Какое продается направление, получается? Направление ничего, типа. Ну, имеется в виду реклама на что? На обзоры? Да, типа обзоры, скорее всего. Типа, ну, например, магазин позвал меня, типа, надо снять обзор, нам нужно 2 сториса. Я их ломаю на 1 сторис, наоборот. Потому что снимать на монтаже, я же не вот так снимаю, как все, типа, вот, всем привет, типа. Я снимаю с петличкой, со стабилизатором, на телефоне, прям все это. И прям там же стоя я монтирую сразу. То есть у меня нету такого, то, что я вот отснял, ушел, и через 2 дня, типа, материал предоставил. Сразу же? Да, я сразу стою, короче, что обрезать, что поставить, типа, у нас еще в запасе 15 секунд, что можно здесь поставить, у вас какие-то акции есть, может, типа. А если 2 минуты, это вообще капец, типа, 2 минуты рассказать про целый магазин на монтаже вот так быстренько, это... Не знаю, какой магазин должен быть. У него там 150 акций должно быть, чтобы все это вместить. Вот. Ну, скоро маркетологом станешь. Я сейчас вообще, знаешь, в Росторе же работаю. У меня директор ушел, директор по маркетингу. Сейчас я один остался. Там вообще... Ну, сейчас можно сказать, что я, типа, директор маркетинга компании ООО «Безгус Ростор». Типа. Но я себя таким вообще не считаю. Там. Сложно. Ну, вот, надеюсь, вот школа блогеров как раз даст толчок и основы вот то, что вот ты делаешь, да, как бы, понимание. Там у нас же будет целая смесь навыков, которые другие преподаватели будут вести. Точнее, как я сам буду вести тему техники, тему звука, видео, света, картинки, как его добиться, монтажных тем и тому подобное. Плюс к школе еще пойдут там Анна Фомина по разговорной речи, потом по сценарному, по актерскому таланту, потом у тебя еще какие-то там направления, да, будут? Как спикер, типа, куда-то позволяю. Ну вот, да, именно какие-то направления. И поэтому такой упакованный месячный курс, который ребятам дается возможность бесплатно да, кстати, провести. Еще. Если бы мне сказали бесплатно, я бы сейчас уже анкету подал. Анкеты подали, да, так? Да, не так. Ну, анкеты есть, но их не так много, и все довольно-таки такие. Ну, я честно посмотрел, там один человек более-менее нормально, и будет интересно, а все остальные, ну, так все. Посмотрим, может быть, это связано с тем, что сейчас еще Мусустар идет, где тоже какая-то блогерская тема там. Да, там много чего. Я вот недавно ходил в этот Сахайстраду. Тоже там рассказывал про блогинг, типа как видеомонтаж, типа на телефоне. Тоже на фоне Мусустар там какое-то мероприятие у них идет. Ну вот, может быть, после них большой поток пойдет, и уже нормально будем смотреть и отбирать. Вот. Подкасты — довольно-таки прикольная тема. За счет того, что ты можешь его разбить на несколько вариантов. То есть это может быть подкасты звуковые, голосовые, для приложения подкаста в айфоне и тому подобное, да? Вот. Плюс это может быть просто YouTube-канал, и оттуда выделяются именно такие нужные фрагменты экспертности, и просто как отдельные маленькие рилсы залетают. Почему нужен там блог? И как будто бы ты стоишь, я тебе что-то рассказал, монолог, и он вырезается, и туда вставляется в рилс, короче. И такие, из таких мелких создается общее впечатление про компанию. Ну, и не компанию, типа про что. Все понял. Вот. Вообще, для того, чтобы блогеры
Вот ты же в этой сфере. Блогеров стало больше или еще нет? Блогерство что? Блогеров стало сейчас больше? Нет, наоборот, меньше, походу. Одно время же было такое, что типа все пытались блогерами стать. Абсолютно все. Ну, не прям абсолютно, ну, типа, старались люди. Мгм. Снимали всякие вайны, когда вайны уже не актуальны стали. Ну да. Начали снимать, типа, батлы, вот эти вот, как его, блогерские батлы. Когда, типа, ну, вот этот Эрхан с этим, с Шамой, что-то машины разбивали, там, стекло все всякое там. Ну, что-то такое. Ага. Вот. Ну, они как-то неудачно там было все, типа. Мгм. Ну, в комментариях все писали, типа, нет, это, типа, подстановка, типа, актерское мастерство ниже уровня, там, ну, кем было халар, короче, там началось. Вот, ну, сейчас, я думаю, их намного меньше стало. По сути, если раньше как-то было понятие, да, ребят, но сейчас что-то... Я вижу, там некоторые блогеры есть, как будто у блогера там 2000 подписчиков, и какая-то фигня, короче. Ну, прям в основном крутится вокруг этих же покупашек. То есть магазины, там, обзорки, там, массажных обзорки и так далее. Одно время все еду пробовали, и типа... Она не такая актуальная. А раньше все пробовали, все кушали же вообще абсолютно. Я каждый день кушал его. Да? А сейчас не заказывают? Сейчас вообще, нет, сейчас я на пиццу смотрю, мне блевать охота сейчас, знаешь. На сушу, пиццу смотришь, фу, блядь. Слишком наелся за свое время. Да, очень сильно. Я питался же ими вообще. Ну, попробуй 4 года подряд это хавать. Ты устанешь, конечно. Ну, это за халява. Да, иногда могу кушать, ладно. Ну вот 2-3 штуки покушаешь, и все, тебя уже так, все, хватит. И отдаешь своим друзьям. Типа. Вчера друг приехал, смотрит такой, у меня там 2 пиццы вот в мусорке лежали. Ну, целые коробки с пиццами. Он такой смотрит, это что такое? Говорит, да все, я типа не могу кушать их. Говорю. Он такой, да ну нафиг, взял оттуда с мусорки в микроволновку, положил, скушал, короче. Я такой, чувак. Интересно, это какая компания была? Я не буду... По-любому после этого как... Начнут искать, да? Отрекламировал, все, заебись. А потом такой, ладно. Потом что? Но сейчас у меня есть одна компания, с которой я постоянно работаю, Шафуд, которую я заказываю и так далее. И Golden Bull, они уже за бабки делают. Типа я говорю, я устал от этого, я не хочу рекламировать. Я такой, за бабки давайте. Прайс у тебя какой? Я прайс кинул, и мне кажется, за каждый сторис они оплачивают. Да, кстати, вот прям я даже сам хотел у тебя спросить. Ты человек, который попробовал почти все доставки пиццы, суши. Самая классная какая доставка? Это не реклама, а просто по приколу. Топ-3, ну, типа Джонка, Джой и Шеф, наверное. Ну, прикольно. Потому что я там в основном ям-ям заказываю. Ну, потому что вроде бы нормик. Кстати, я их не пробовал было. Да? Ну, они предлагали, но я уже тогда устал, наверное. Нет. У каждого может быть свое. Вот, я люблю уже домашнюю еду вообще. Столовых люблю вообще жестко кушать. Значит, это, типа, если ты, как бы, какой-нибудь хозяин столовой смотрит... Напиши мне, ты знаешь, что делать. Борщи. Итак, мы сегодня находимся в столовой, на Хачугайзере. Начнется. Ну, эта тема связана с некими прелестями, да, то есть, когда рекламодатели дают тебе за то, что ты сделал обзор, потому что у тебя подписчики есть, а есть же такие блогеры, которые просто вот блогеры, ну, как бы чистые блогеры, если бы ты был бы, ну, как блогером именно направления рэпа, и, например, все время вот занимался бы им, как бы его монетизировал. Бывают же рэперы, которые без смысла. Тупо речитатив такой, типа, ты зачитал и все, типа, без никакой смысловой нагрузки. Если она есть, то, типа, я катаюсь в машине с тёлками, типа, с метелками, там, что-нибудь типа такого сочинил и все. А у меня, видишь, рэп же он такой с этим, с сюжетом. Такие, как, например, про проезд на автобусе я зачитал на якутском. Читал про COVID-19, читал про то, что почему требуют QR-код в этих спортзалах, а в алкомаркетах нет, типа. Ну, такие у меня социальные проблемы вот такие вот были. И они жестко распространялись. А сейчас что ты не делаешь? Я вот недавно 3-4 видео назад, что ли, сделал. Про проезд. И, у меня там 60 тысяч просмотров вроде. А это монетизируется как-то? За счет того, что рекламу просили когда-то. Я такой, да, согласился, и я писал, не писал, я не помню уже. Ну, не сделал, да? Вроде как не сделал. Ну, я обленился, по-моему. У меня сейчас 2 рилса стоят, короче, за 25. Ну, полтинник считай. Вот один полтинник, мне надо в день поработать сильно,
записать все и пойти снимать и все сделать. Ну, блядь, лень везде. Ага. Ну, имеется в виду, в принципе, возможно же, да, делать свой контент и продвигаться. Да, в этом да, плане. я вот думаю, вот именно таким рэпом можно было. Жестко залетали у меня рецепты, вообще конкретно залетали. У меня была своя страница рецепты бро, Мгм. где я вот тоже монтировал, типа снимал, выкладывал все, типа салим, перчим, эрчим, и там эрчимен выходит в лицо его. Ага. Вот, ну типа с угаром, короче, делал. И за 8-7 видео, которые я выложил туда, у меня там 4000 подписчиков набралось. Мгм. За счет 7 видео, типа. Ну, прикольно. Я страницу еще закрытым сделал, попробовал. Ну, это, короче. грубо говоря, просто отток от твоих Ну, по идее, фанатов да. туда, скорее всего, да? Ну, скорее всего, да, я оттуда перевел, но охваты там жесткие были. Говорили, то, что эти видео по WhatsApp гуляю, типа, у бабушек по группам, типа. Как приготовить быстрый завтрак? Куриный суп, там, не знаю. Я еще лайфхак хотел сделать, типа, вот 2-литровая кола же есть? Мгм. И посмотреть, испытать, короче. 2-литровую колу, там, муку, яйцо, молоко, вот соль. Добавил, И потом. и оладушку делать с него, короче. Ну. Прикольно же, типа. Я такой думаю, блин, как бы это сделать? Я это видео видел, как это, в сторизе просто у пожарных. Я же сам участник, Мгм. учился же. Там у мужиков вижу, они вот этим, короче, оладьи готовили. Мгм. Я такой, блин, классно, классно. Получается, что такая тенденция идет о том, что ты снимаешь какие-то определенные контент, Мгм. свой контент. Если он залетает, получается очень большой просмотров, и туда лезут рекламодатели. Мгм. Вот. По сути, контент нужен и блог нужен для того, чтобы накачать туда потенциальных каких-нибудь клиентов, на которых нужно еще таргетировать рекламу, да? Ну, это как бы не таргетировать, а брать рекламу и показывать. Вот у нас есть Актилек, знаешь его, нет? Нет. Ну, здесь он в студии как раз, здешний хозяин. А. Он делает рилсы на типу анимированные персонажи, которые разные прикольные приколы говорят, типа утром просыпаюсь. Вспомнил, походу. Там Да. мультик, да, у него там? Да, мультяшные, но при этом такие трогательные, человеческие там У него там подписчиков моменты. нормально же, да, там 200, нет? Да, у него, нет, у него, по-моему, 20 тысяч Да? сейчас стало, или там что-то такое, 40, может быть. Но когда он в прошлом году это начал, 700 подписчиков было. Ну, по просмотрам у него вообще нормально же. Миллионами. Да. 10 миллионов набирает. и так Я далее. посмотрел, такой, ничего себе. Ничего, чувак вот тут сидит. Он там сидит, что ли? Вот он сидит, вот он, в бейсболке. Нифига себе. Он что, зарабатывает, нет? Нет. Не, ну это, видишь, тема же российская. Ну да, Вот. да. То есть она там где-то Казахстан, Россия, Украина, вот они смотрят, Мгм. и типа окей, лайки. Ну, и в Якутске тоже смотрят, но рекламодатели туда пока не лезут. Там федеральные рекламодатели А. едут. 1xbet пишет там, Ну-ну-ну-ну. всякие разные не паблики, а тоже фирмы такие федеральные. И просят ему сделать, получается, именно его продукт плейсмент, грубо говоря. Ну, И на этом сейчас один заказ пришел, он сейчас пытается его монетизировать, вот, и в эту сторону идти. Ну, это прикольно. То есть, но при этом, конечно, ему не пишут на обзорки, нет, такого нет. и магазины этого тоже не пишут ничего. Всем привет, я так выгляжу, я сегодня в магазине. И вот блогерам, не знаю, быть хорошо, не хорошо. Ну, по идее, это свободный график в первую очередь. Ну, для меня лично. Как я первый раз стал блогером, ну, типа, как меня начали узнавать, сперва было жестко стрёмно, типа. Мгм. Типа, в ТРК заходишь, и все такие, типа, нет, ну, ты вот глаза вот эти вот, короче, когда на тебя смотрят со стороны, ты это чувствуешь. Ты такой ходишь, и такой вообще не в комфортно, не в своем теле, такой, блин, что делать, как быть. Потом привык уже. Типа, ходишь спокойно, сам себе. В первую очередь, да, для меня это свободный график вообще. Потому что я как бы работаю тоже в свободном графике, как СММ, типа. Мгм. Там видео, рилс снимаю. И страница тоже так нормально денег дает мне. Вот, поэтому быть блогером для меня как бы, ну, такая часть, уже профессия, наверное, для меня. Помогаю своим друзьям, например. Типа, у нас день рождения намечается, нужна пицца. Давай, базар нет. Взял, отправил. У кого-то телефон сломался, например. Мгм. Такой, броу, пойдем. У меня там ребята есть. Пришел, стори снял, они мой экран поменяли, типа. Родственникам же постоянно помогаю. Там, тюбинги нужны. Хорошо, пойдем. Сразу. Мгм. Ну, вот так вот, короче. Студия звукозаписи, например, если идешь, там же деньги платить надо. 3 тысячи, 4 тысячи. Ну да, где-то такая.
среднее. А я бесплатно, типа. Да, я вас отмечу, сделаю. Да, базару нет, залетай, типа. Мгм. Вот. И в плане вот этого для меня это вообще... Ну, а есть сейчас такое понятие, как там, молодые блогеры и блогеры старшего поколения? Вот Кстати. молодых, именно молодых, я не знаю. Ну, прям школьников. Вот «Ананас» была с Мгм. Шарапчи. Жизнь Ваня снимала, и что-то пока уже не снимает. Ну, чисто сторис снимает. Она там еще торгует этими Baby Fox, знаешь, такие шоколадки? В Росторе по 35 рублей стоят. Они, короче, как Kinder Fox, ну, как Мгм. Kinder, на вкус, прям Kinder, короче. Но она 35 рублей стоит. А В Якутске делать? Нет, в Якутске А. привезли, короче. А. Она отсюда закупает, школьница, и там Шарапче продает за 70-80 рублей, что ли, короче. Мгм. Коробку за косарь покупает, за 1000, и там продает за 2, там, за 2500, короче. Ну, шарит жестко. Мгм. И она впервые за свои 16 лет там, типа, сама накопила на iPhone, вот это. И это все она сама в соцсетях. Да, в соцсетях все показывает, рассказывает. Вот. Лайфхаки. Да, вот она молодец. Предпринимательство. У Рудана есть. Не понимаете? А надо понимать. А, ну. Вот это вот. Вот она прикольная, да, но она пока по деньгам не сильно, походу. Чисто по фану. Да, у нее, короче, рекламу потребовали Мгм. ребята с App Store, короче. Она сказала там 150 канах. Я такой, типа, не, она может, типа, не хочет. Ну, я как понял, она не хочет снимать рекламу. Мгм. Просто специально завысила какой-то 150 на И все. и сидит. А, кстати, вот ценообразование откуда приходит тоже? А я не знаю, я просто самому агентство сдал. Ага. Они сами сказали. Они такие, типа, посмотрели, сказали, короче, типа, эксперт. Мгм. Я такой, ништяк. А так, конечно, эту тему тоже прошарить. Что это как. В принципе, блогеров-то, они же есть, их довольно-таки много, особенно обзорные. И сейчас, когда соцсети и так далее, и их перенасыщенность, сейчас смотрят на людей, смотрят, какой охват и тому подобное. Вот. И, как я вижу, в принципе, такая ниша относительно свободная. Вот единственное, по-моему, пока что вот ты еще стримы видишь. Стримы делал. Ага. Я пока устал тоже, опять лень. Стримы тоже же определенно какой-то это дает Финанс. профит финансовый. Да, да. Самый большой донат для меня был это... Одним донатом вот так скидывает. Чтобы вы понимали, там донат этот, когда ты играешь, тебе деньги скидывают. Мне говорят, типа, попади с хедшот с дезерта, типа, ну, с Counter-Strike. Я попадал, и мне скинули 1, ну, цифры вообще конкретные. Я такой смотрю, 1111 рублей. Спасибо! Короче, радуюсь. Потом в чате начинает писать. Чувак, посмотри свою шкалу доната. Шкалу доната, она полная стоит, короче. Я такой, не понял. Зашел, я начал считать эти нульки, короче. Оказывается, он отправил там 11111 рублей. За раз. Типа. Я такой, да ну надо, как, короче. А вот недавно еще меня заполнили до 55 тысяч за один стрим. Я поиграл там 1,5-2 часа, короче, и 55. 55 вот так. На завтрашний день у тебя на Киви кошельке лежит. Круто. Я такой, ну, стриминг тоже такой. Я сразу потом пошли делать эти благотворительности всякие. Ну, всегда так, если вот больше 15-20 падает, типа это... Ну, тоже стрим это тоже блогерство, да? А то, по идее, нет, это не блогер. Ты в прямом эфире же там сидишь. Ну да. Просто по сути, это тоже как бы на тебя смотрят люди, смотрят, как ты играешь, или там смотрят на твою реакцию, как ты играешь, как ты общаешься, и тем самым как бы несешь что-то, хотя, может быть, и плохо играешь, или там, не знаю, хорошо играешь. Зато смешно шутишь. Зато смешно шутишь, да, это некая там развлекательный канал. То есть это стримы, это YouTube, это какие-то обзоры, распаковки, вкус, не вкус там. И если ты хороший эксперт в этом, и ты нормально это говоришь или смешно говоришь, то, в принципе, народ всегда подтянется. Но главное, чтобы, конечно, техника не подводила. Ну, точнее, чтобы она была не просто мягкая, короче, а норм. У меня сперва была старая вебка, там, за 1000 рублей, что ли, короче. Старая, кому-то ненужная вебка была. Я его поставил, поиграл, и мы там вообще вот, ну, как будто в тумане сидим. Потом начали донатить за 3 стриминга, ну, типа, это стриминг, тогда что-то новое было. Поэтому народу всегда там было. И за 3 дня я себе взял уже Logitech C920. Качество вообще тут так, короче, уже как будто вот HD 4К, короче, стало. А сейчас стримы как? Сейчас стримы, ну, смотрят. Есть уже стримеров сейчас много. Вот сейчас много.
больше 10, наверное, 10-20, где-то так. В Якутске? Да. Но они по платформам различаются. Кто-то на Твиче, кто-то в Ютубе. Я пока, типа, времени Что нет, лучше? что ли, типа. Ютуб. Ну, по мне, Ютуб. И там Потом- тоже можно донаты кидать. Там тоже можно донаты кидать. Ты отдельно включаешь такую По тему. ссылке, там внизу ссылка есть, нажимаешь, короче, Мгм. она переводит тебя на сайт, карточку ввел, и все отправляется. М. Вот, но в Ютубе просто может зайти человек без регистрации просто, понимаешь? Мгм. Взял, зашел. А чтобы на Twitch зайти, ты должен скачать его, пройти регистрацию, потом такого смотришь. Смотри, вот насколько, Воронку сложную. в принципе, я тоже там стримы, не стримы смотрю и тому подобное, да, в плане техники. Есть же люди, которые как на вебке все это, а есть люди, которые специально покупают камеру, штативы к нему, отдельные микрофоны специальные, отдельные такие звуковые карты, которые могут иметь 2-3 канала, чтобы у тебя отдельно микрофон записывался, отдельно звук компа, отдельно звук там дискорда там и тому подобное, и потом это вот с помощью разных ползунков работать, например. Вот. Ты когда дойдешь до этого уровня, или тебе это не надо? У меня есть эта звуковая карта Yum 2, и микрофон у меня Audiotec 720 или что-то типа такого. И она на кронштейне у меня так висит, но только его не видно. Короче, как будто студия звукозаписи, типа. Мне его подарили, вот эту студийку маленькую, короче. Начинающий комплект рэпера, типа. Я такой, все, буду записывать рэп с завтрашнего дня, все дела. Зашел, открыл FL Studio, смотрю, короче, что, как тут записывать, типа? Где тут кнопки? Старался YouTube посмотреть, жестко спотел, нахрен это все дело. И положил его, она так и лежала потом долго. А потом сейчас применяешь? А сейчас уже применяю, есть у него что делать. Вот, свет покупаю, и свет тем более, типа RGB лампы, всякие кольцевые. Аяқ бітей, біреует, барды, кіліққа, бүтеққа.